решению президента России Владимира Путина Башкортостан получил контрольный пакет акций башкирской содовой компании. В собственность республики возвращено 38,3% акций и передано в доверительное управление еще 11,7% плюс одна акция. Глава региона Ради Хабиров заявил, что это абсолютно справедливое решение и законное. Обсудим ситуацию прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала республики. Сегодня вместе с нами Константин Гришин, директор Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета, доктор экономических наук. Константин Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли поделиться своим экспертным мнением. Как вы можете прокомментировать решение президента страны? Ну, в целом я данное решение, конечно же, приветствую. Республика получает контроль фактически над стратегическим активом. Мы же знаем, да, что сейчас в собственности республики достаточно незначительный портфель активов и прежде всего рентабельных активов. Но мы, как известно, получили в свое распоряжение, республика имеется в виду 25% Башнефти. И сейчас, когда мы получаем контроль над таким предприятием, как БСК, я считаю, что экономические позиции нашей республики усилятся. Вы же понимаете, да, что контроль над таким предприятием – это контроль над инвестиционной политикой предприятия, дивидендной политикой предприятия, социальной политикой предприятия, экологической политикой. Это все те факторы, которые очень важны с точки зрения, вот, ну, как мне представляется, стратегического развития экономики. И нужно понимать, что мы в распоряжении получаем не какие-то проблемные активы, да, коих на балансе республики, я думаю, значительное количество, да, а мы получаем очень ликвидные активы. Мы знаем, предприятие это достаточно успешное, с хорошей выручкой, с хорошей операционной прибылью, с чистой прибылью. И активов там более 50 миллиардов. Да? И... Вот, кстати, про состояние башкирской содовой компании сегодняшнее, как вы его оцениваете и какие меры должны быть приняты в ближайшее время, вот, на ваш взгляд? Ну, я смотрел финансовую отчетность данной компании, да, она очень хорошая. Мы понимаем, что предприятие функционирует или работает на рынке достаточно привлекательным с точки зрения генерации выручки и, соответственно, прибыли. Да. Где-то оно является даже в производстве какой-то продукции монополистом. Вот, поэтому финансовое положение предприятий я оцениваю очень хорошо, даже несмотря на вот этот кризис, который накрыл страну, весь мир в целом. Поэтому предприятие и дальше, ну, с моей точки зрения, я основываюсь именно на анализе отчетности, сможет эффективно работать. Сейчас, насколько мне известно, как заявил глава республики Ради Фаридович Хабиров, пересматривается инвестиционная политика, да, там вот 5,5 миллиардов идет на модернизацию оборудования. И считаю, что стратегически это выверенный шаг. Действительно, для того, чтобы в будущем генерировать хорошую прибыль, да, ну и, соответственно, получать хорошие дивиденды, сейчас, учитывая значительный пакет акций, республика может рассчитывать на хорошие дивиденды, надо вкладываться сейчас в модернизацию. Надо вкладываться в модернизацию и осовременивание оборудования. Потом это позволит достаточно эффективно осуществлять хозяйственную деятельность и получать достаточный объем прибыли для решения в том числе и задач, связанных с реализацией дивидендной политики, да, то есть получение средств, которые республика сможет направлять на решение других, ну, прежде всего, конечно, наверное, этих острых социальных проблем и так далее. Какой эффект это будет иметь для экономики региона? Ну, с моей точки зрения, да, если грамотно распорядиться получаемыми в распоряжение активами,
современная команда, которая сегодня сформировалась в республике, этими компетенциями обладает в достаточной мере, да, я считаю, что такой стратегический актив, который будет сейчас развиваться с учетом приоритетов и интересов республики, он серьезно усилит наши экономические позиции, и не только с точки зрения генерации прибылей и получения, соответственно, дивидендов, но и с точки зрения решения социальных вопросов, да, это занятость, это достойный уровень зарплат работников, а мы знаем, что на БСК трудится большое количество работников. Это экологическая политика, да, что для Стерлитамака очень важно. Поэтому я оцениваю получаемый эффект очень высоко, так скажем. По данным Министерства промышленности Башкортостана, БСК планирует инвестировать в производство порядка 60 миллиардов рублей. В том числе там будет реанимировано направление по производству порошков ЗИФа. Да, мы видели все эти сообщения. Вот что вы думаете по этому поводу? Вот особенно цифра 60 миллиардов. 60 миллиардов, вы сами понимаете, да, это значительная сумма. Это значительная сумма. Да, в целом по диверсификации портфеля производимой продукции я приветствую данный тренд, потому что идет нащупывание, а рынок, вы знаете, он подвижен. Да. Есть где-то такие консервативные рынки, а есть вновь возникающие рынки. Да. Если предприятие будет нащупывать эти рынки, уверенно заходить на них и удерживать лидирующие позиции, безусловно, это положительно отразится на хозяйственной деятельности предприятия. И соответствующими, так скажем, дальнейшими последствиями. Это рост выручки, чистой прибыли, если умело управлять затратами, и, соответственно, дивиденды. Константин Евгеньевич, давайте обсудим поподробнее социальную составляющую предприятия и плюс экологию. Вот социальная составляющая, как вы считаете, как это воспримут решение президента России Владимира Путина сотрудники предприятия Башкирской судовой компании? Понимаете, все ведь будет зависеть от того, как это решение отразится на уровне реальных заработных плат. Да. Рядовой сотрудник, да, он может настороженно относиться, может приветствовать это решение, но в конечном итоге его мнение, оно будет формироваться исходя из того, не будут ли сокращаться рабочие места, как вырастет его заработная плата, каковы будут его карьерные перспективы на предприятие, потому что мы знаем, предприятие стратегическое, да, и если будут какие-то сокращения и так далее и тому подобное, это негативно может отразиться на значительной части населения того же Стерлитамака. Поэтому, если уже в ближайшее время начнутся такие, по крайней мере, будет у сотрудников сформировано мнение или уверенность в том, что он может, конкретный сотрудник, рассчитывать на то, что зарплата его, по крайней мере, не сократится, а есть перспективы того, что она будет расти. Сейчас очень это важно, учитывая то, что инфляция начинает разгоняться, стоимость продукции, вы, наверное, на рынках наблюдаете, растет. И то, что не будут какие-либо сокращения в обозримом будущем маячить, связано с оптимизацией, да, с снижением издержек и так далее и тому подобное, то я думаю, что сотрудники предприятия достаточно позитивно отнесутся к тому, что республика получила контроль над предприятием. Еще раз обращаю внимание на то, что будет зависеть все отношение общества, конкретных людей к данному событию, исходя из того, как это отразится на личной доходности сотрудников
предприятия. Конечно. И если коротко по экологии? Но, понимаете, контроль над предприятием, как я уже говорил, дает возможность контролировать в том числе и экологическую политику. Допустим, больше средств из чистой прибыли направлять на реализацию экологических каких-либо мероприятий, потому что для Стерлитамака мы знаем, да, с советских времен уже тенденция такая, ну, где-то негативная экологическая обстановка сложилась. Это очень актуально. Поэтому я думаю, что здесь республика, ну, использует все имеющиеся в ее арсенале инструменты для того, чтобы эффективно решать и экологические вопросы и проблемы города и региона. Спасибо большое, Константин Евгеньевич. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами был Константин Гришин, директор Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ, а также доктор экономических наук. И мы говорили о том, что башкирская содовая компания возвращена в собственность, контрольный пакет акций предприятия возвращен в собственность республики. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.